الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, его сподвижникам, его семье и тем всем, кто последовал его путем. Альхамдулиллах, по милости Аллаха субханаху ва тааля, мы продолжаем брать правила для жизни из священного Корана, из книги Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля. Прошу Аллаха субханаху ва тааля сделать эти уроки полезными. Прошу Аллаха субханаху ва тааля облегчить нам применение этих правил, применение этих аятов в нашей жизни. Сегодня речь пойдет о правиле, которое связано с взаимоотношением с Аллахом, взаимоотношения человека с Аллахом. То есть, когда человек укрепляет связь с Всевышним Аллахом субханаху ва тааля. И оно упоминается в контексте аятов, где Аллах субханаху ва тааля говорит про хадж. Всевышний Аллах субханаху ва тааля говорит в суре Бакара, 197 аяте: «Аль-хаджу ашхурум ма'лумат». Хадж совершается в известные месяцы. «Фаман фарада фихинна аль-хаджа фала рафатha вала фусука вала джидала фил хадж». Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. «Вама таф'алу мин хайри я'ламху Аллах». Аллах субханаху ва тааля говорит, что бы вы ни сделали из доброго, из хорошего, Аллах знает об этом. «Ватазавваду», берите с собой припасы, запасайтесь. «Фаинна хайра ззади таква», но лучшим припасом для человека является что? Богобоязненность. «Ватазавваду фаинна хайра ззади таква, ваттакуни я улил альбаб». «Бойтесь же меня, о обладающие разумом». И в этом длинном аяте, где Аллах субханаху ва тааля говорит о хадже, о том, что запрещено в хадже, сообщает, да? После этого Аллах субханаху ва тааля говорит: «Вама таф'алу мин хайрин я'ламху Аллах». Что бы вы ни совершили из доброго, Аллах субханаху ва тааля знает об этом. Аллах субханаху ва тааля знает об этом, Он ведает об этом. И это, иншаллах, нашим будет сегодняшним правилом, которое мы с вами вкратце разберем. И прежде чем мы приступим к детальному разъяснению этого правила, хотелось бы пояснить смысл аята, в котором он упоминается. После того, как Аллах субханаху ва тааля дает нам знать о том, что хадж обязателен, упоминает некоторые нормы этого обряда в предыдущих аятах, которые пришли, в частности, в случае его завершения или в случае невозможности это сделать, то есть определенные нормы Аллах субханаху ва тааля сообщает касаемо хаджа в этих аятах. После этого Аллах субханаху ва тааля говорит об этических нормах и шариатских правилах. Сюда относится, как Аллах субханаху ва тааля что запретил во время хаджа, это
близость, это совершение грехов, это какие-то плохие действия, которые человек может совершить, споры. То есть паломник должен избегать всего этого, сторониться всего этого. Он должен избегать грехов и всех поступков, которые запрещены во время ихрама. Он не должен вступать в споры и препирательства, поскольку они порождают зло и приводят к взаимной вражде. Это пришло в тафсир Ибн Кафира, как он объяснил этот аят. А после того, как он запретил, Аллах Субханаху ва Тааля запретил мерзкое, будь то из слов или поступков, Аллах Субханаху ва Тааля побудил к совершению прекрасного, сказав как? Аллах Тааля говорит: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. То есть Аллах Тааля говорит, если кто-то совершает хадж, тот, кому обязателен хадж, пусть он не вступает в близость, не спорит, не припирается. И потом Аллах Тааля как призывает к благому, Он не говорит, делайте это, или делайте это. Аллах Тааля просто говорит: а то, что вы сделаете из благого, Аллах Тааля знает об этом. Что бы ты ни сделал из благого, Аллах Тааля знает. То есть Аллах Субхану Тааля этим предложением, этими словами, этим путем призывает людей к совершению благого, говоря: совершай благое. И какое бы ты благое дело ни совершил, я об этом знаю, говорит Аллах Тааля. Не обязательно об этом объявлять, не обязательно, чтобы кто-то об этом знал. Аллах Тааля говорит: я знаю об этом. И Аллах Тааля говорит: «Ватазавваду», запасайтесь. Чем запасайтесь? «Фаинна хайра ззади таква». И лучший запас это что? Это богобоязненность. И Аллах Субхану Тааля побудил людей к совершению прекрасного и сообщил им о том, что Он ведает об этом и воздаст им за это сполна в судный день. И Аллах Субхану Тааля сообщает о том, что Он знает о любом нашем добром поступке. Вот это и есть, вот это и есть посыл, так сказать, да, то есть то, что хочет Аллах Субхану Тааля донести до нас, о том, что Аллах Тааля знает любое, что ты совершил. Иногда что? Человек отчаивается, например, человек что-то делает хорошее, и никто это не замечает. Например, и иногда так человек говорит: ну я же вот делаю, вот это делаю. Я же хороший, я же вот хорошие поступки совершаю, я же вот это делаю. Ну то есть бывают такие случаи, человека, например, где-то все время ругают или где-то все время плохо о нем говорят, хотя он что-то делает из хорошего. И он говорит: ну почему вы только вот хорошие вещи, плохие вещи обо мне говорите, я же вот это делаю. Аллах Субхану Тааля знает, что ты делаешь из хорошего. И Он тебе воздаст. Будь уверен. Иногда вот эта мысль, то, что иногда даже человек что-то делает, да, и никто об этом не знает. Вот ты что-то хорошее сделал, что-то хорошее, или делаешь постоянно что-то хорошее, и никто это не знает. Иногда так случается, что человек хочет, чтобы кто-то об этом узнал. Как уж говорят даже, например, если там, например, куда-то едешь, надо сфоткаться. Если не сфоткался, значит, ты там не был. Где доказательство, что ты там был? И человек, когда что-то делает, и никто не знает, и у него такое понятие, как будто бы, если об этом никто не знает, значит, для других кажется, что он ничего не делает. И он что пытается? Он пытается сказать: ну вот же я вот это сделал, вот я вот это сделал, вот я вот это делаю. И говорит это другим. Тем самым, во-первых, человек теряет свою награду. Чем меньше людей знает о твоих благих поступках, тем больше, иншаллах, награда этого поступка будет. И помни, когда кто-то не замечает твои хорошие стороны, помни, когда кто-то не видит твои хорошие поступки, помни, что Аллах Субхану Тааля видит их, и Аллах Субхану Тааля непременно вознаградит за них. И не нужно отчаиваться, что кто-то не увидел, вот он не знает о том, что я вот это делаю. Не надо отчаиваться. Или, например, что-то человек делает по отношению к кому-то хорошее, и этот человек не замечает это хорошее. И человек что делает потом? Начинает припирать, то есть начинает предъявлять этим хорошим поступкам: вот же я что сделал для тебя, вот же что я сделал для тебя. Зачем ты это делаешь? Значит, это действие не было сделано искренне. Если ты где-то предъявляешь своим благим делом, где-то свои благие дела как-то показываешь, как какой-то аргумент к чему-либо,
что зачем ты это благое дело совершил? Чтобы тебя похвалили люди? Зачем ты это благое дело совершил? Чтобы об этом узнали? Зачем ты это благое дело совершил? Чтобы взамен тоже благое отношение получить? Ради этого ты совершил это благое дело? Нет. Аллах Субханаху Тааля говорит: «Вама таф'алу мин хайрин я'ламху Аллах». Что бы вы ни совершили из благого, Аллах Тааля знает. И это человеку должно быть достаточно. То, что Аллах Тааля знает, что ты ночью выстаиваешь тахаджуд, это достаточно. Не надо, чтобы даже жена знала. Не надо даже, чтобы родственники знали об этом. Это то, что Аллах Субханаху Тааля знает, это достаточно. Все, это все уже. Дальше не надо. Это Аллах Тааля видит, знает. То, что ты кому-то помогаешь, куда-то идешь, где-то помогаешь, не надо об этом. Зачем, чтобы кто-то это знал? Ты не ради этого совершил это действие. И это правило, оно тесно связано с намерением человека, с его искренностью. «Уама таф'алу мин хайрин я'ламху Аллах». Что бы ты ни совершил из благого, Аллах Субханаху Тааля знает об этом. И Аллах Субханаху Тааля побуждает нас к совершению благого, и Он сообщает о том, что Он вознаградит нас за это. И как же иначе, ведь Аллах Субханаху Тааля в любом случае знает обо всем том, что совершается, будь оно хорошее, будь оно злое. И подобная закономерность, похожее правило упоминается в суре Бакара также в 270 аяте, где Аллах Субханаху Тааля говорит: «Вама анфактум мин шайин», что бы вы ни потратили на пути Аллаха Субханаху Тааля, какой бы обет вы ни дали, я'ламху Аллах, Аллах Субханаху Тааля знает об этом. Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах Субханаху Тааля знает об этом. И слово доброго, то есть если вы совершите что-либо доброго в контексте, которое приходит в предложении, что бы вы ни сделали из доброго, из хорошего, Аллах Тааля знает об этом, и это указывает в аяте на обобщение. Любое благое дело, слово где-то сказал, садака дал, помог, что-то сделал, Аллах Субханаху Тааля знает, и Он наградит. И это твоя цель, почему ты совершаешь благое дело. Достичь довольства Всевышнего Аллаха Субханаху Тааля. Чтобы это доброе дело оказалось в книге благих деяний твоих. Будь оно маленькое или большое, это все будет Аллах Субханаху Тааля, все видит и все знает. И за все, что ты совершал, ты это увидишь. Как Аллах Субханаху Тааля сказал в другом аяте, который мы с вами уже проходили, Аллах Тааля говорит: «Ваман я'маль мithqаля зарратин хайран яра». И тот, кто совершил благое весом в пылинку, он увидит это благое дело в судный день. И в завершении аята следует два важных предписания в словах Аллаха Субханаху Тааля. Он говорит, что «Ватазавваду» – берите с собой припасы, запасайтесь. И Аллах Субханаху Тааля сообщает, что является лучшим запасом для человека. «Фаинна хайра ззади таква», но лучшим припасом для человека является что? Богобоязненность. И Аллах Тааля говорит: «Бойтесь же меня, о обладающие разумом». И повеление Аллаха Субханаху Тааля «берите с собой припасы» означает, как это объяснили муфассиры, это запасаться пищей для тела. То есть это касаемо хаджа. То есть эти контексты были связаны с аятом хаджа, где хадж подразумевал с собой далекую дорогу, определенные траты. И Аллах Субханаху Тааля говорит: запасайтесь. И как муфассиры объяснили, что сюда заходят и запасы, то, что тебе нужно для жизни, для твоего тела. Это еда, это питье, это силы, это какие-то вещи. И также Аллах Субханаху Тааля потом после этого говорит: но самый лучший запас – это богобоязненность, то, что касается души. То есть, несомненно, лучше, поскольку Аллах Субханаху Тааля говорит, но лучшим припасом является богобоязненность. И после того, как Аллах Субханаху Тааля побудил к богобоязненности, Он велит проявлять ее и тем самым стремиться к добру. И Аллах Субханаху Тааля говорит: «Бойтесь же меня, о обладающие разумом». И обращение адресовано обладающим разумом. Обладающий разумом – это кто? Человек. Человек, который отличает правильное от неправильного, отличает правду от неправды, зло от истины, от доброты. Аллах Субханаху Тааля обращается
к этим людям и говорит: бойтесь же меня, о обладающие разумом. Потому что именно эти люди осознают пользу богобоязненности и ее плоды. И это правило воспитывает в мусульманине, который обратил свои устремления к Аллаху и последний к ахирату, дух веры. И далее вкратце приведем несколько польз, которые раскроем к чему этот аят побуждает. Во-первых, аят побуждает верующего человека к искреннему усердию ради Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть сам аят как звучит? То, что бы вы ни сделали из благого, Аллах знает об этом. Все, Аллах знает об этом. И это то, ради кого ты должен совершать эти благие деяния. И это тот, который будет оценивать твои благие деяния. Аллах Субханаху ва Тааля. И неважно, наблюдают за ним или нет, наблюдают за тобой или нет, это не важно. То есть другой человек видит это, не видит, это не важно. Более того, человек мусульманин, который искренне, он стремится скрывать свои добрые поступки от людей. Насколько может, поскольку это имеет сильное воздействие на душу и сердце человека. И как мы знаем, что наши предшественники, сподвижники, табиины, они скрывали свои благие деяния так же, как скрывали свои грехи. Вот как человек скрывает свои грехи, он не хочет, чтобы о его грехах кто-то знал. Он скрывает их, они также скрывали свои благие деяния. Чтобы что? Чтобы в сердце не зашло что-то неправильное, чтобы в сердце не зашло показуха, чтобы в сердце не зашло самодовольствование, чтобы в сердце не зашло то, что испортит его намерение. И они скрывали свои добрые деяния. И человек искренний, он будет скрывать свои благие деяния. Ведь он знает, что Аллах видит его. Он знает, что он совершил. И он знает, что Аллах знает об этом. И у некоторых из ученых есть такие слова, они говорят: сколько же есть людей, которые сердцем, положением и состоянием связаны с Аллахом. Сколько же есть людей, которые сердцем, положением, то есть своей ситуацией, состоянием связаны с Аллахом, а потом они разглашают и сообщают об этом, а завистники лишают их этого, и те, к сожалению, начинают бить себя по рукам. Именно поэтому люди знающие, ученые советуют хранить тайну об отношениях с Аллахом. Никому не рассказывать о ней, строжайшим образом скрывать ее, не рассказывать, то есть ты не должен определенные вещи рассказывать никому. То, что касается между тобой и Аллахом Субханаху ва Тааля. И людям следует более всего скрывать свои отношения с Аллахом и то, что Он даровал им из своей любви и благосклонности и расположил их сердца к себе. То есть то, что касается сердечного, твоих намерений, твоих каких-то благих поступков скрытых, то пусть это останется так, и пусть никто об этом не знает. Это то, что только знаешь ты и Аллах Субханаху ва Тааля. Когда люди, вот просто пример между людьми, «Валилляхи л-масалюль а'ля», и Аллах Субханаху ва Тааля велик от каких-либо примеров, когда два человека, и у них есть какие-то тайны, которые он знает, и твой друг только знает, это ты кому будешь рассказывать? Между кем и кем будут тайны и секреты, которые знают они только двое? Между близкими друг другу, между теми двумя, которые доверяют друг другу, между теми двумя, которые близки очень друг к другу, между ними будут тайны, о которых они никому не разглашают и не говорят. И если есть тайна между тобой и Аллахом, это показывает твою близость с Аллахом Субханаху ва Тааля. И ты не раскрывай эту тайну. То есть, когда тайна есть, не надо ее раскрывать. Это когда у тебя, мы привели пример человека с человеком, да? Поэтому людям следует скрывать свои отношения с Аллахом. Это секрет между тобой и Аллахом Субханаху ва Тааля. Что ты там делал, насколько ты там тахаджуд простоял, сколько ты там уразу держишь в день. Есть определенные ситуации,
то есть сейчас, чтобы как бы другую крайность тоже упомянуть, есть определенная ситуация, когда человек может об этом сказать. Когда это станет причиной чего? Побуждения человека. То есть ты призываешь человека, да? И тем самым ты можешь мотивировать его как-то. Это есть определенный случай. Но это опять-таки оно не должно влиять на твое сердце. Поэтому человек, мы сказали, должен скрывать свои благие поступки также. В особенности это следует делать человеку начинающему, тому, кто только встал на путь, на этот путь. Он не должен разглашать о своих благих поступках, о своих отношениях с Аллахом Субханаху ва Тааля. Если же кто-то обрел стойкость, окреп, и корни этого благого дерева проросли, и они прочны, а ветви восходят к его сердцу, к небу так, что не страшны ему ураганы, то ничего страшного, если он расскажет о своем состоянии и положении с Аллахом, чтобы с него брали пример или чтобы призвать человека, как мы это до этого упомянули уже. Это дверь, ведущая к великому благу, о чем ведают лишь те, кто познал это. Второе, о чем этот аят еще нам, к чему побуждает этот аят, это кораническое правило, где Аллах Субханаху ва Тааля говорит, что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом, рождает в сердце покой и умиротворенность. Это правило, оно успокаивает верующего. Не беспокойся, что тебя не похвалили. Не беспокойся, что тебя не увидели. Будь спокоен. Аллах Тааля курдиана, Аллах Тааля беляна, Аллах Тааля знает об этом. Ведь человек, искренне творящий добро людям, не ждет от них признания и похвалы. Человек, когда иногда совершает, мы об этом упомянули, да, человек, когда по отношению к кому-либо совершает доброе дело, потом он, например, а тот человек как бы нехорошо к нему относится все равно, или не замечает как будто этого доброго, и ты, иногда такое бывает, ты перестаешь что-то делать по отношению к этому человеку. Ну типа, чел шикарсыз какой-то, неблагодарный какой-то, не видит мое добро, которое я совершаю. Нет, будь спокоен, Аллах Тааля видит. Это правило оно придает, то есть дает спокойствие, рождает спокойствие в сердце верующего человека. Ведь человек, как мы сказали, искренне творящий добро людям, не ждет от них признаний и похвалы. И более того, если люди ведут себя неблагодарно по отношению к нему, он с легкостью это стерпит, проявит терпение и стерпит. Потому что он знает, что бы я ни сделал, Аллах Тааля видит об этом. Потому что он делает благое с убежденностью в том, что Господь его знает об этом и вознаградит его за это. Их неблагородное или неблагодарное поведение покажется ему ничтожным, не говоря уже об ущемлениях, поскольку с его уст исходят, как это сообщил нам Аллах об обитателях рая, следующие слова. Они говорят, Аллах Тааля сообщил слова обитателей рая. Они говорят, мы кормим вас лишь ради лика Аллаха. «Иннама нут'имукум ливаджхи Аллахи, ла нуриду минкум джаза'a ва ла шукура». Мы кормим вас лишь ради лика Аллаха. И не хотим мы от вас ни награды, ни благодарности. Это слова обитателей рая. Они скажут, мы кормим вас только ради Аллаха. Нам не нужна ваша благодарность. Нам не нужно, чтобы вы нас хвалили, награждали нас или благодарили нас. Мы кормим вас ради Аллаха только. Мы боимся от своего Господа, и мы боимся того мрачного и томительного дня. Поэтому мы совершаем благое дело. И вот это цель мусульманина, для чего он совершает благое дело. И даже можно привести одну историю, которую рассказал мне один брат. Он делал много хорошего людям, делал, заступался за них всегда, он как бы работал в структуре как бы в одной, да, и заступался за людей, ходатайствуя за них, но впоследствии он был испытан некоторыми из них, позабывшими о его поступках. То есть они забыли, что он когда-то заступался за них, когда-то решал их проблемы, люди забыли, эти люди, и о том, что он за них что-то делал. И они вели себя неблагодарно с ним. Более того, у него возникло подозрение, что за его спиной пытаются его опорочить или что-то против него сделать. И
После некоторого времени он задумался и сказал, что для себя, то есть я же это делаю, что он начал переживать, у него появилась тревога, почему так, почему они не так забыли о том, что я по отношению к ним сделал. И потом он вспомнил о том, это правило, то есть где Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Аллах Субхану ва Тааля видит любое маленькое действие, которое вы совершаете, любое доброе дело, Аллах Субхану ва Тааля об этом знает. И после этого он успокоился, то есть он понял, что Аллах Субхану ва Тааля наградит его за то, что он сделал, а то, что они неблагодарны по отношению к нему, это их проблема, и Аллах Тааля их в судный день за это спросит. Они ответят сами за это. То есть сейчас добиваться от них благодарности, это просто значит, что потерять свою награду, уменьшить свою награду, которую получил. И как ученые сказали также про это, пусть ни в коем случае это не побуждает тебя относиться черство к людям. То есть то, что кто-то тебя не благодарит или кто-то не видит твои благие дела, пусть это ни в коем образом не побуждает тебя относиться черство к людям, не делать им добра и терпеть их ущемление. Будь добр к ним ради Аллаха, но не возлагай на них надежд. То есть делай добро людям, но не возлагай на людей надежд. Также не бойся их и не проси. И бойся Аллаха в том, что касается людей. Бойся Аллаха в том, что касается людей. То есть в том, что касается прав людей, чтобы соблюдать их права. Бойся в этом Аллаха. И не бойся людей в том, что касается Аллаха. Надейся на Аллаха в том, что касается людей. И не надейся на людей в том, что касается Аллаха. Будь одним из тех, о ком Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Отдален будет от него богобоязненный, который раздает свое богатство, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна только из стремления к лику своего Господа». То есть человек, который отдален будет от него, отдален будет от ада, от джаханнама, богобоязненный, который раздает свое богатство, очищаясь, и всякую милость возмещает сполна только из стремления к лику своего Господа. А также тем, о ком Аллах Субхану ва Тааля сказал: они говорят: мы кормим вас лишь ради Аллаха, и не хотим мы от вас награды и неблагодарности. И, как ученые говорят, будь этим человеком, который не ждет благодарности от людей. Он не ждет благодарности и какой-то хорошего отношения, награды от людей, делая свое доброе дело. Ты это доброе дело делаешь ради Аллаха Субхану ва Тааля. И если он творит добро людям, то творит добро им, лишь стремясь к лику своего Господа. Знаю, что Аллах оказал ему милость, сделав его творящим добро. Это на самом деле милость Аллаха, то, что ты можешь кому-то хорошее делать. И то, что у тебя есть возможность, это уже милость Аллаха. То, что ты эту возможность видишь и правильно используешь, это вторая милость Аллаха Субханаху ва Тааля. То, что ты кому-то помогаешь, кому-то добро делаешь, это милость Аллаха. Цени это добро. Таким образом, он видит, что действие его ради Аллаха, что Аллах с ним. И это упомянуто в суре Фатиха, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ияка на'буду ва ияка настаин». Мы говорим это в каждом намазе: Тебе одному мы поклоняемся, и Тебя одного мы молим о помощи. Среди людей есть такие, кто творит добро другому человеку, чтобы представить это милостью от себя или ответить добром на добро, проявляя покорность, возвеличивая или оказывая какую-то иную помощь, может быть, говоря ему при этом: «Я сделал тебе то-то». Этот человек не поклонялся Аллаху и не просил его о помощи. Он не поступал ради Аллаха, и Аллах не поддерживал его. Когда ты делаешь, то есть это уже заведомо, если человек делает что-то, чтобы вот меня увидели, или чтобы меня этот человек поблагодарил, или что-то он мне там, или чтобы упрекнуть его этим: вот я тебе вот это сделал, то это уже действие, как ученые на это указали, что это действие, которое сделано не ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Этот человек на самом деле двуличен, а ведь Аллах объявил неприятным пожертвование того, кто представляет это милостью от себя и проявляет двуличие. То есть на самом деле это не ты, когда человек, тут тоже маленькая такая
на что мы должны обратить внимание, когда человек делает добро и говорит другому: вот я тебе это сделал, вот эту вещь я тебе сделал. Когда человек говорит: я тебе это сделал, этот человек теряет награду. И, во-первых, во-вторых, это милость, которую ты оказал, эту возможность, чтобы ты помог кому-то, эту возможность, чтобы ты совершил вот этот добрый поступок, это тебе дал Аллах Субханаху ва Тааля. Даже эти деньги, возможно, которыми ты помогаешь кому-то, это тебе дал Аллах Субханаху ва Тааля. Поэтому это не ты сделал, это Аллах Субханаху ва Тааля тебе дал возможность, создал тебе условия для совершения этого доброго дела. А ты пытаешься этим добрым делом упрекнуть и сказать: вот это я тебе сделал. И цель всего сказанного – это понять, что ясный аят, в котором Аллах Субханаху ва Тааля говорит: что бы вы ни сделали из доброго, Аллах знает об этом, призывает человека, осознавшего его, творить добро, с легкостью вынося неблагодарное и грубое отношение людей, поскольку его надежды устремлены лишь к Аллаху. И это было как бы основным, то, что Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте хочет, к чему нас хочет побудить. Первое – это к совершению благого дела, любого. Соверши, Аллах Тааля знает всегда. Как только ночью, я не знаю, в углу дома, в закрытом помещении ты что-то сделал из хорошего, совершил намаз, что-то сделал из доброго, никто тебя вообще не видел, но Аллах Тааля видел. И Аллах Тааля побуждает. И второе – это то, что мы не должны ждать от людей благодарности. И если мы уже ждем, это является то, что у нас как бы в сердце, в намерении есть какое-то упущение, что-то не совсем правильно. Если уже ты ждешь и надеешься на благодарность от человека. Не ради этого мы совершаем благие дела, не ради этого мы делаем добро. Не для того, чтобы нас похвалили, не для того, чтобы это увидели, не для того, чтобы о нас что-то сказали. А если уже в человеке это есть, то есть если человек ждет это от кого-то уже, что вот я же хорошо к нему отнесся, почему он ко мне так относится, то как будто бы он упрекает своим благим действием другого человека, а это уже человек теряет награду своего действия. И пусть Аллах Субханаху ва Тааля примет наши благие деяния, которые мы совершаем, чтобы мы эти благие деяния увидели в чаше своих весов. А ведь будут благие деяния, которые человек совершал, и он их не увидит в чаше благих весов. Потому что что? Потому что его намерение было неправильным. Потому что он это совершал не ради лика Аллаха. А как в аяте сказали обитатели рая: «Иннама нутаимукум ливаджхиллях», мы вас кормим ради лика Аллаха. Мы не желаем от вас ни награды, ни благодарности не желаем. И вот каждое действие, которое мы совершаем, оно должно быть таким. Мы ни от кого благодарности не ждем, мы ни от кого не ждем награды, кроме Аллаха Субханаху ва Тааля. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейх. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар.